Команда. Полетели. Жительнице Печоры Насте всего 3 года, но ей уже знакомы слова «прокуратура», «нефть», «авария». Особенно не любит она слово «командировка». По весне, спросив нашего ребенка, где наш папа работает, она отвечала: в командировке. То есть мы папу почти практически не видим. Отец Насти, Дмитрий Перминов, возглавляет Печорскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В его штате всего 3 сотрудника. Под контролем территория, равная по площади целой Италии. Почти 300 тысяч квадратных километров. От Воркуты до Ембы. Иногда до места проверки приходится добираться сутки. Специфика как раз состоит в том, что в основном предприятия, которые расположены на поднадзорной, на возглавляемой мной прокуратурой территории, являются предприятия, добывающие углеводородное сырье. Он пришел в прокуратуру 8 лет назад. Начинал помощником Печорского межрайонного прокурора. Позже дорос до 1-го зама. Принципиальность, трудолюбие и верность букве закона – эти качества не остались незамеченными. Всегда он отличался высокими деловыми качествами. Это профессионализм. Это умение самоорганизоваться и, прежде всего, организовать других. В общем-то, благодаря вот этим качествам он достаточно быстро стал, в общем-то, самостоятельным руководителем. 1,5 года назад, в феврале 2009-го, Дмитрия Перминова назначили на должность природоохранного прокурора. Когда назначили Перминова Дмитрия Сергеевича природоохранным прокурором, в первую очередь в связи с тем, что вот он действительно такой неравнодушный человек, и, ко всему прочему, еще специалист неплохой, и сам уроженец Печоры, родился в Печоре, вырос в Печоре. Для него вот соблюдение именно экологической установки, чтобы и природопользование, именно для него это не пустой звук. Первым боевым крещением молодого руководителя стал несанкционированный слив нефти на участке Картаель-Чикшина. Это в Печорском районе. Анонимный сотрудник «Лукойла» сообщил, 700 тысяч тонн черного золота не поступило на нефтеперекачивающую станцию в Чикшино. 22 февраля было обнаружено несколько неизолированных котлованов с сырой нефтью общим объемом больше 3500 кубометров. Руководство компании факт разлива пыталось скрыть. Место аварии закрыли лапником и маскировочными сетками. А за день до выезда прокурора к месту ЧП над нефтепроводом поднялись столбы густого черного дыма. Следы уничтожал огонь. Остатки горения. Где дымок еще. Чувствуется еще запах гари такой ярко выраженный. Пришлось выехать буквально на сутки раньше, договариваться с техникой. Когда же мы приехали с контролирующими органами, то фактически нам пришлось искать те нефтеразливы, которые были буквально накануне за неделю под маскировочными сетками. Эксперты взяли пробы грунта и воды, и вскоре по факту масштабного загрязнения окружающей среды возбудили уголовное дело, первое за последние годы. Молодой прокурор столкнулся с полным непониманием ситуации со стороны руководства нефтедобывающей компании. Плохо, значит, замаскировали. То есть они считают эту ситуацию вполне нормальной, то, что, скажем, их поймали за руку, это значит, плохо они сработали. То есть ситуация стояла не в том, чтобы качественно произвести уборку той территории, которая была загрязнена, а именно тщательно замаскировать, то есть чтобы, соответственно, органы контроля не выявили те или иные проблемы. Экологические проблемы не только у нефтяников. На этих кадрах оперативной съемки карьер в Интинском районе, в котором нелегально добывают песчано-гравийную смесь. Подрядчики строительства газопровода Баваненково-Ухта самовольно захватили землю, вырубили лес и стали разрабатывать месторождение, не получив на то соответствующей лицензии.
Ущерб природе от их действий эксперты оценили в 5 миллионов рублей. Первоначально было полное неприятие проверок, которые проводит прокуратура, то есть их логика, которая озвучивалась в моем кабинете, что у нас строительство государственного масштаба, один звонок и все ваши проверки закончатся. То есть доходило до этого. Только в прошлом году по результатам прокурорских проверок по выявленным в Интинском и Печорском районах экологическим нарушениям возбудили 3 уголовных дела. Сейчас строители газопровода спешно оформляют необходимые документы и возмещают затраты на рекультивацию земель. А это нефтяная скважина на берегу Печоры, в 5 метрах от воды. Напротив – деревня Песчанка. Об этом сообщил местный участковый. Несмотря на солидный возраст, скважине 47 лет, из нее до сих пор сочится нефть. Прямо в реку. Видите, какая, маслянистая. Во время паводка произошла утечка. Уровень воды весной поднялся выше скважины. Она была в свое время забетонирована, то есть стояла на ней бетонная тумба. Впоследствии она была разрушена, как мы предполагаем, опять же, воздействием льда. И на сегодняшний день она представляет собой открытый ствол. Если посмотреть кондуктор, который виднеется за технической колонной, то мы увидим, что происходит выделение газа. После вмешательства природоохранной прокуратуры судьбой этой бесхозной скважины занялись на высшем уровне. Заместитель главы республики Иван Поздеев обратился в Роснедра с предложением включить объект в государственную программу ликвидации экологически опасных нефтяных и газовых скважин. Дмитрий Перминов надеется, проблема разрешится уже в этом году. Это тоже бесхозный объект, бывшая база одного из печорских предприятий в черте города. В этой емкости больше 30 кубометров нефтесодержащей жидкости. Местные собиратели черного металла срезали верхнюю часть резервуара. И теперь в период паводка содержимое регулярно стекает вниз к реке. Учитывая, что рядом находится ручей Данкаюль, который является притоком реки Печора, данный объект также представляет опасность для реки Печора, то есть для реки высшей рыбохозяйственной категории. Поэтому в настоящее время прокуратурой нарабатывается материал для предъявления иска администрации муниципального района Печора об обязании ликвидировать данный объект в рамках полномочий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Разобраться в ситуации должны местные власти, но у них на проведение ликвидационных работ нет денег. Нет их и на то, чтобы убрать вот эту свалку. Много лет жители Печоры свозили сюда разнообразный строительный мусор и бытовые отходы. Из года в год продолжается одна и та же песня, то есть никто никаких мер для обустройства этой площадки не предпринимает. И, соответственно, объект в таком виде, как мы его сейчас видим, он продолжает. Поэтому я считаю, что через судебное решение проблема должна решаться. Решаются экологические проблемы поднадзорной Перминову территории пока с трудом. В большинстве городов и сел нет оборудованных свалок, качество воды в водопроводе оставляет желать лучшего, а стоки, особенно в сельской местности, неочищенными сбрасываются в реки. Призыв «Береги природу» для многих чиновников пока остается лишь лозунгом. Даже контролирующие органы, призванные следить за соблюдением природоохранного законодательства, зачастую смотрят на нарушения сквозь пальцы. Есть ряд предприятий, которые необходимо было бы обращать внимание, но этого сделано не было. Соответственно, по указанным контролирующим органам мы также предпринимаем меры для того, чтобы сподвигнуть их на проведение тех или иных проверок и, конечно же, свои выводы излагаем в соответствующих актах прокурорского реагирования. Меры, применяемые Печорской природоохранной прокуратурой к нарушителям природоохранного законодательства, за 1,5 года все же принесли свои плоды. Нефтяные компании перестали замалчивать факт разливов. Вот этот в Усинском районе на реке Колва случился в августе. Трубопровод проржавел, и нефть по естественному уклону стекла прямо в реку. Плотная масляная пленка на воде
растянулась на 17 километров. Нам тут же сообщили, и мы совместными усилиями, Сергеич выехал, значит, и организовывал там, прежде всего организовывал и фиксацию того, что произошло, чтобы мы могли потом предъявить наши претензии организации, и в то же время организовывал и борьбу вот с загрязнением, то же самое, вместе с Лукойлом. Вот. И вот это вот, я вам скажу, вот эта совместная работа, она вот в пользу приносит. Раньше этого не было. Стало меняться к лучшему и отношение к проблемам экологии органов местного самоуправления. Повсеместно при муниципалитетах создаются советы по охране природы, в деятельности которых наряду с общественными организациями участвуют и прокуроры. Но самое главное достижение печорского природоохранного прокурора Дмитрия Перминова – люди поверили. Меры к нарушителям обязательно будут приняты. Хотелось бы, конечно, чтобы такая вот эффективная деятельность природоохранной прокуратуры была всегда, и чтобы это не было связано с какой-то конкретной личностью. Хотелось бы, чтобы все-таки прокуратура всегда нормально работала. А смотри, вон птичка рядом гуляет. Видишь? Вон птичка. Прокурор Дмитрий Перминов очень любит гулять с семьей в лесу. Правда, слишком редко это удается. Его жена Александра как-то подсчитала. За год в командировках муж провел 269 дней. Когда уже вопрос вставал перейти в природоохранным прокурором, я думала, ну вот, наконец-то муж будет больше уделять внимание семье. Тем не менее, все равно часть времени он уделяет работе. Очень переживает, если у него что-то не получается. Дмитрий родился и вырос в Печоре. Он считает себя счастливым человеком. Есть любимая жена и дочь. Есть любимая работа, где от его действий зависит будущее и его семьи, и его родной земли. Я не безразлично отношусь к территории, где я живу. Я считаю, что я еще долго проживу именно в Печоре и вообще в республике Коми. Поэтому мое внутреннее стремление исправить как-то ситуацию, связанную с экологической обстановкой, в том числе связанной с тем, что я хочу, чтобы у меня ребенок во многом рос в такой в экологически благоприятной обстановке.